Ежедневно мы зависаем в соцсетях и других мобильных приложениях. Но знаете ли вы, кто стоит за технологией будущего? Школьники на каникулах не теряют время зря. Они ходят в лагерь «Аврора». Ребята знакомятся с образовательной программой по геймдизайну и создают видеоигры. Преподаватели не просто делятся опытом, но и рассказывают секреты, как превратить навыки рисования в разработке игр в их источник дохода. Дима, расскажи про свою игру. У меня игра про паркур, там персонаж бегает по платформам и прыгает, собирая гамбургеры или прочее что-то. Сложно ли создавать компьютерную игру? Ну, вообще нет. Вот я для того, чтобы создать ту игру, потратил всего лишь 6 дней учебы, и на 7-й уже создал ее. Кстати, самая первая игра – это всем известные крестики-нолики. А самая длинная игра рассчитана на 500 часов прохождения. Представляете, сколько нужно освоить знаний и разгадать квестов? Интересно, как справляются геймеры? Расскажи про свою игру. У меня игра про капибару и пончики. Почему я выбрал капибару? Да потому что я дикий ее фанат. А пончики, потому что они сладкие. Какие бы приложения были бы еще востребованы, помимо игр? Мне кажется, были бы востребованы приложения такие, как найти человека по фотке. Сначала ребята изучают теорию, затем с помощью мозгового штурма выбирают тему и продолжают изобретать первый уровень игры, который можно проходить с друзьями. Технически можно создавать не только игры, но и веб-открытки. Чтобы подростки точно не соскучились, они соревнуются в Game Jam. Простыми словами, игровое варенье. Их задача – разработать игру на скорость. В лагере, помимо виртуальных развлечений, проходят занятия с психологом на командообразование и личностный рост. Успех игры – это не только классно подобранный персонаж, но и локация, поэтому школьники посещают музеи, выставки и ездят на экскурсии в памятные места города Уфа. Ребята из Центра развития талантов «Аврора» создают новые изобретения, которые позволяют жить свободнее, комфортнее и интереснее. Дарья Шепелева, Ренат Кашапов специально для «Горы новостей».